Все, начинаемся. Все, мы с тобой в эфире. Ассаламу алейкум. Сюрдикёль Массейра. Ассаламу алейкум. Сюрдикёль Массейра. Так. Добрый вечер, приветствую всех. Сегодня 21 апреля 2021 года. Мы снова на канале Реалити в передаче Среда Исханова. И у нас снова наш постоянный гость Хусейн Исханов. Хусейн, ассаламу алейкум, сюрдикёль. Алейкум ассалам, добрый вечер всем. Добрый вечер. Приветствую всех. Сегодня 21 апреля, 25 лет со дня вероломного, подлого убийства первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Мусаевича Дудаева. И сегодня мы хотели бы обсудить эту тему, задать Хусейну вопросы. Вы тоже присоединяйтесь, задавайте вопросы. И если какие-то у вас есть информация и данные какие-то по поводу того убийства, тоже пишите, буду озвучивать. И мы должны собирать информацию для будущих поколений. Ну и, конечно же, чтобы назвать и обозначить, привлечь к ответственности преступников, которые совершили тягчайшее преступление. Хусейн, я бы хотел бы начать с вопроса того, что вот касательно того, что ты как живой участник, свидетель многих событий, помнишь это время, наверное, да, и расскажи, мы знаем, что Джохара убили в Гихичу, рядом с Гихичу, да, в окрестностях Гихичу. Где ты в это время находился? Где тебя застала эта новость трагическая? Вот вообще что-то по этому... А потом уже подробно будем обсуждать. Тебе слово. Ну да, безусловно, это трагедия для всего чеченского народа и вообще всего Кавказа, Так что убийство Джохара Дудаева. меня не было видно. Да, и, конечно же, это преступление должно быть расследовано, как ты правильно говоришь. И не только это преступление, вообще все преступления, которые совершили на нашей земле, в том числе убийство и Аслана Масхадова, и Абдулгалима Садулаева, и дальше всех командиров и так далее. То есть это из ряда таких политических, таких очень серьезных преступлений. Но гибель Джохара Дудаева я застал в Лефортово. Я был в плену, как я неоднократно уже говорил, попал в Старопромысловском районе города Грозного в один из дней в плен. И меня на второй же день увезли в Лефортово, но нас двоих увезли в Лефортово. И в Лефортове я в этот период находился. И по радио, там было радио в камере, нас было 3 человека в камере. 2 русских и я, 1 чеченец. И, в общем, я слышал вот эту шокирующую новость для меня, по крайней мере, да, убийство Джохара Дудаева, насколько я помню, озвучивал Хожа Ахмед Ериханов, если я не ошибаюсь, вот эту информацию. Для меня это, конечно же, было как гром среди ясного неба. Я был вообще как бы травмирован, да, страшно, потому что в моем сознании, да, вся вот это вот, все это движение независимости, зарождение нового государства, казалось, оно на плечах Джохара Дудаева, только с его именем возможно, да, вот настолько и я, в том числе, и весь чеченский народ, мы были как бы восхищены вот этим феноменом Джохара Дудаева, его умением говорить, его мужеством. Весь народ симпатизировал этому человеку. И не только чеченский народ, как мы сейчас видим, многие люди слышали о нем, читали о нем, и на тот период тоже слушали его внимательно. И вот такая новость случилась, и где-то уже в мае месяце я вернулся домой. Первым делом, конечно же, я пошел к его брату,
выразил соболезнования. Я знал, я недалеко жил от них. И потом было совещание. На совещании было решение вице-президентом передать власть вице-президенту Зелимхану Яндарбиеву. Дальше уже он стал исполнять обязанности президента Чеченской республики Ичкерия. И коротко, как я застал. Хузайн, вот сегодня как раз было выступление террориста Путина, очередное, уже 20-е или 21-е по счету, если не 22-е уже. Вечный Путин, вечный президент самой демократичной страны в мире, сегодня сказал, что была попытка западных спецслужб, Лукашенко уточнил ранее, что это были американские спецслужбы, хотели убить Лукашенко, похитить его детей, сделать переворот там и так далее, и так далее. И Путин с обычной ему уже наглостью начал говорить, как это возможно, что это так политически, уже новый этап, новые грани уже переходят, убивают политических оппонентов. Но такая речь была, и это сегодня, в этот день, когда они убили президента Джохара Дудаева. И мне кажется, даже не случайно то, что они сегодня, он провел свою вот эту конференцию, свое вот это выступление, именно в день гибели Джохара Дудаева. Давно ли, Хусейн, русские перешли вот эту границу, когда они убивают политических оппонентов, свергают власти, захватывают чужие территории? Риторический, конечно, вопрос, но ответь, как ты это видишь. Ну да, возможно, молодое поколение много чего не знает, не слышало с его и образования, которое они недополучили в школе из-за войны. Да. Многие, кто, например, ну, там, в связи опять связано с этой войной, читает мало книг или не может на русском языке нормально читать, понимать, анализировать. Конечно, многих вещей не знают. Здесь надо говорить о том, что Советский Союз был зачинателем вот этого террористических актов по всему миру. Как пришли коммунисты к власти в 1917 году, вы знаете, там Ленин, потом за ним Сталин. Ленин был вообще самый большой убийца, да, который на смерть просто с удовольствием писал всякие распоряжения и посылал тысячами людей на смерть. Его эстафету принял Сталин, как мы знаем. Сталин угробил, вот уже по последним данным, около 40 миллионов своих же россиян, как бы российские эти народы. 40 миллионов, когда за период войны Германия, которая как бы противостояла всему миру, потеряла 20 миллионов, да? 27. Россия потеряла 27 миллионов. Да. Ну да, я раньше читал, было 20. И вот такое сравнение, да, здесь 40 миллионов, это шокирующе, может быть, даже это не конечные цифры, потому что, как принято в России, сегодня там под сукном все засекречено, и даже на днях Шойгу, министр обороны России, опять своим распоряжением по 45 год архивы вновь они засекретили. В общем, они были открыты немножко, потом их опять закрыли дальше. Это говорит о том, что преступления были намного хуже, да, намного вообще бесчеловечнее, чем мы даже можем себе предположить. Поэтому говорить о том, что кто-то нарушает права или борется с инакомыслием, да, или там с политическими оппонентами, как говорится, чья бы корова мычала, да. Вот просто интересно, если бы они такие были, американцы плохие, то что им стоило бы, например, дочерей Путина где-то там в Америке или где-нибудь там живут, Пескова, дочка, там всех, Лаврова, любого чиновника российского. Смотри, они все живут в России. Вернее, не в России, а в Америке, где-то в европейских странах. То есть здесь вообще, вот, знаешь, как по Геббельсу, да, чем больше врешь, тем больше верят, да. 100 раз повторенная правда, ложь превращается потом уже в истину. Как бы такую истину.
Вот такой метод применяет Путин, применяет ФСБ, применяет вообще весь русский вот этот кремлевский бомонд. Слушай, как его, не знаю, можно назвать. Джаз-банда. Джаз-банда, да. Никакого хорошего термина да, не можно Да, подыскать, конечно же, не сможем. самое вот показательно, Хусейн, вот их лицемерие, их кощунство, их издевательство даже да, над вообще здравым смыслом в 21 апреля, зная, что они убили нашего президента, именно в этот день говорить, что вот там Лукашенко хотели убить, стопроцентная ложь. Никогда американцы, вот не знаю, с Не пойдут. 50-х, с 60-х или с каких они там годов, вообще был какой-то приказ, указ президента Америки, что политических оппонентов они не убивают. Там, по-моему, на Фиделя Кастро, что ли, как-то пробовали покушаться, и после этого они прекратили это дело. На законодательном уровне, да, решением президента, по-моему, это было. И несмотря на это, они сейчас на американцев хотят возложить вот этого убийства этого тирана. Видимо, сам хотел, наверное, Путин его замочить, чтобы поставить себе другого кого-нибудь. И это говорит именно в тот день, когда 25 лет со дня гибели, убийства, подлого убийства нашего президента. Ну, подлецы, просто конченые мрази просто. У меня просто обычный Ты лексикон знаешь, заканчивается. там ведь вот есть же две стороны, да, есть президент, который говорит, врет, да, сидит в телевизоре Как 20 дышит. чем-то лет, врет. Да. И есть другая сторона экрана, да, слушатели, которые его слушают, которые его любят, которые ему верят до сих пор. Вот эти люди тоже ответственны. Они должны понимать, что они тоже отвечают весь русский народ, ну, за исключением каких-то порядочных людей, которых там совершеннейшее меньшинство. Все русские должны понимать, что они виновники того, что происходит, виновники, прямо соучастники того, что в самой России происходит сегодня, да, не то, что там убийства политические. Вообще сегодня Россия в этом мире стала страной-изгоем. Да? До такой степени довели своим поддакиванием, подъякиванием. Это делает сам русский народ. Значит, народ хочет такого повелителя, народ хочет такую жизнь, да, где они рабы, где они подчиняются хозяину, где они любят такую сильную руку, там, по-русски, да. То есть это отголоски еще, знаешь, вот, на мой взгляд, крепостного права, когда было крепостное право, и когда, помнишь, вот в произведениях разных, там, Дубровский, там еще какие-то, после того, как отменили, по-моему, в 1846, кажется, году, отменили крепостное право, и крестьян начали отпускать, они уходили, и все, и не знали, куда идти. Потом возвращались обратно и говорили, барин, прими назад. Мы не знаем, что делать. Да? То есть самостоятельно жить этот народ никогда не умел. Поэтому Совершенно здесь верно. вот они живут той жизнью, в которой они привыкли, да, в которой легко жить, в которой ничего ты ни за что не отвечаешь. От тебя ничего не Поел там, зависит. Да. да, как, мягко говоря, как животные, да, поел там навоз какой-то, положил, и все, размножается, и больше никаких функций у них абсолютно не ответственности перед своим будущим, перед будущим детей, внуков и так далее, перед прошлым, да, перед прошлым, перед своими предками, у них никакой ответственности нету. Да? Вот это страшно. Это, на мой взгляд, самое страшное, что люди ни за что не хотят отвечать. Да, по поводу вот этого батрачества, которое было после отмены крепостного права, было введено батрачество, оно то же самое. Вот, ну, Да, ты как бы есть, но у тебя нету ни земли, ничего, тебе просто, ну иди. Раба просто отпускают. А куда ему идти? Что он может? И он оставался там же, но теперь ему не давали еду. Это вот так в России выходили, освобождали от рабства. Не давали еду бесплатно, то есть как рабу. И за жилье приходилось платить, в которые они же деревнями там принадлежали, там целыми деревнями. И у меня был один знакомый, он из-под Тамбова.
он рассказывал, что у него фамилия Пятаков. И вот он говорит, у нас был барин, ну, мы рассказываем, я рассказываю ему про своих предков, он мне рассказывает про своих. И говорит, у нас был барин, и вот когда крепостное право отменили, нет, еще тогда не отменили крепостное право, вводили фамилии. И он говорит, ну, нужно было дать фамилии этим. Чей холоп будешь, типа. Да, и ну, уже пофамильно уже чей будешь. И барин свою фамилию не дает, и он как говорит, вот деревня была, говорит, одна сторона улицы она была названа Пятаковой, 5, значит, 5 копеек, а другие Червонцевы, десятки, короче, Червонцевы, Пятаковы и Червонцевы. Вот так наша фамилия пошла, вот он мне это рассказывал. И вот сама отмена вот этого крепостного права, она, конечно же, никак практически не повлияла, даже наоборот ухудшила положение простых людей, ну, этих рабов, этих крепостных. Крепостное право это называется. Как может быть у раба право вообще? Какое Право, да, да. право? Ну, Это ну знаешь, такая даже вот советский период, да, советский период, это тоже, наверное, ну, молодежь не знает, что было советский период, но советский период вплоть до 67-го, ну, 60-х, я даже это помню, были трудодни, да, вот люди работали в колхозах, они не получали зарплаты, им ничего не платили, им записывали трудодни. И потом натуроплатой, что ли, если ты, например, на картофельном поле работаешь, тебе картошку дают, а на другое, потом ты должен сам продавать это и как-то обменивать, там что-то такое. Это ужас был. И вплоть до 80-х годов я работал в Рязанской области, да, уже при Горбачеве. Там в сельской местности, да, люди, окончившие там, 8 классов или среднее образование в школе, им не давали аттестат и не давали паспорт. Эти люди, представьте, 80-е годы, вот вчера, они обязаны были год проработать на ферме где-нибудь, или на этой ферме, или же на скотском дворе, да, девочки доярками, мальчики скотниками. То есть за этот год им давали возможность спиться, да, как правило, что это происходило. И все, они там оседали в этом селе, уже будучи алкашами молодыми. То есть никакой перспективы не было. И вот этот просто, вот знаешь, удивительно, что вот этот народ, да, пытается учить нас, пытается учить нас, чеченцев, всех кавказцев, украинцев, грузин, понимаешь, хочет вот эту вот культуру свою рабскую на нас перекинуть и внушить нам, что мы тоже рабы такие же, как и они. Вот это удивительное дело. Поэтому, конечно, Жохар Дудаев все это дело прекрасно знал. Конечно. Он пережил очень многие вещи. Он был уже в возрасте, когда понимал, был в Казахстане, в депортации. Он уже там видел весь этот кошмар, да, советской власти. И будучи военным, будучи уже в армии, видел весь этот беспредел, который там чинился, отношение к нерусским, да, которые там в армии бывали, офицеры, например. Многие очень достойные чеченцы или даже другие представители других народов, особенно чеченцы, никогда не повышали званий до определенного возраста, был потолок, ну, полковник, там, подполковник в армии, да, ты выше уже не мог вырасти, хоть ты в лепешку там разбейся. Ну вот Жохару повезло, он стал генералом, одним из немногих генералов, да. не русской Причем в национальности. стратегической авиации. Да, да, просто из-за того, что и прозорливости, из-за ума, из-за образованности, из-за умения ладить с людьми, умения вот, быть командиром, хорошим, четким командиром, видимо, каким-то образом оценили его, ну, оценили, как сказать, да. Он шел к этому, и как бы мужество его, естественно, завораживало. И вот этот человек после того, как Советский Союз развалился, понял, что есть шанс для чеченского народа вот, построить свое независимое государство. Я просто хочу, есть люди, да, которые ну, критикуют, если бы Жохар это не сделал, там люди бы не погибли, все такое. Да, говорят, если бы войны не было, если бы Жохар это не делал, не было бы войны, там жили бы люди. Но я таким хочу сказать, особенно молодым, как мы жили.
вот до прихода Жохара Дудаева, до распада Советского Союза, вот я говорю фактически, я как свидетель, очевидец того времени, да, современник тех событий, практически все чеченцы, да, пили водку, за исключением там очень редко, если язва желудка не была, пили водку специально, это спаивали народ, как американцы, нелюбимые русскими индейцев, да, в свое время. Вот спаивали. Каким образом спаивали? В республике не было рабочих мест, как и сейчас, впрочем, да. И сейчас то же самое, ничего не изменилось. Люди были вынуждены ездить на сезонные работы в России, на шабашки так называемые. На шабашка – это Россия, да, Россия – это где-то деревня, да. Ты попадаешь в деревню, работаешь в этой деревне. Ну, в деревне, это же какой народ высококвалифицированный там живет, высокообразованный в деревне русской. И ты в этой среде, да, превращаешься фактически в них, там, находишь каких-то знакомых для того, чтобы твою работу, чтобы получить работу, получить зарплату, да, чтобы твои дела пошли, тебе приходится вольно-невольно выпивать с этими людьми. Если ты не пьешь с ними, да, то они на тебя с подозрением смотрят. Они тебя не уважают. Не Ты пьешь, должен значит, выпить и сказать, предашь, Не да, пьешь, да, значит, ты должен предашь. выпить и сказать, ты меня уважаешь. Только таким образом в России всегда строились такие отношения, деловые, любые отношения. Да, В середине стояла водка, и вот там вся эта дружба вокруг этой водки проходила. Молодежь, естественно, по вечерам ходила в клубы, да, дома культуры, где то же самое, там, дальше, понятно, неудобно рассказывать, чем они там занимались. Молодежь, все такое. И вот эту грязь, да, которую мы впитывали в себя, мы привозили потом домой. Да, начинали дома пить, дома гулять, дома там безобразием заниматься. Потом уже к 90-м годам я даже помню, представь, Завгаев, да, председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, проталкивал такую идею, что вот эти свадьбы наши без жениха, да, это пережиток прошлого, и надо устраивать комсомольские свадьбы, да, где жених и невеста, чеченцы, должны сидеть за одним столом, то есть это на русский лад. Там бутылку поставил, съел горько, покричал, поженился и все. И было таких несколько свадеб даже, вот тот период, представь, куда мы катились. Если бы не было, я просто это утверждаю, если бы не было Жохара Дудаева, и таким образом мы прожили бы 10-20 лет, еще выросло бы новое поколение, они были бы 10 раз хуже, чем были мы. да. Мы бы передали весь свой вот этот безобразный опыт, да, этой молодежи, она бы уже растлила бы ее Россия, и как нация мы бы фактически пропали. Жохар Дудаев возродил чеченскую нацию, возродил традиции, возродил религию, полностью то, что было утеряно фактически, да, Жохар Дудаев пришел, весь вот этот чеченский народ поднял на такой уровень, да, о котором могут многие народы мечтать только. Сегодня в любом уголке, да, мира, в Африку там, или в пустыню куда-то поедь и скажи, ты знаешь чеченцев? Ты не найдешь ни одного человека, папуаса какого-нибудь даже, который не слышал о чеченцах. То есть хорошо или плохо – это другой вопрос. Это мы будем потихоньку исправлять ситуацию, да, с нашим имиджем. Но факт, что нас знает весь мир, а это уже огромное богатство, которое имеет этот народ. То есть мы. Да. Хусейн, возвращаясь к теме гибели Джохара Дудаева, хотел тебя спросить, вот русская пропаганда запускала информацию, что американцы навели ракету русских, и вот благодаря этому они смогли убить Джохара Дудаева. Я говорил с Полом Гоблом, у меня есть интервью по этому поводу. Он отрицал это и сказал, что русским выгодно, чтобы вы так думали. И на самом деле это было бы очень таким весомым аргументом в руках противников Соединенных Штатов,
чтобы мы как бы не налаживали отношения, да, потому что ни для кого не секрет, что американцы нас как свободолюбивых людей, борцов за свободу, как они поддерживают всех, кто борется за права, за свободу, нас поддерживали. То же самое Радио Свобода, если мы возьмем, она постоянно вещала правдивую информацию, средства массовой информации, те же Франс Пресс, Associated Press и другие западные средства массовой информации говорили. И есть такой пропагандистский сайт Кавказ-центр, который поднялся благодаря тому, что он когда-то имел отношение там, к нашему государству, к президентам нашим. Сейчас, правда, уже не тот уже Кавказ-центр. И вот они там сделали такую фотографию, коллаж, они выложили этот коллаж, где стоит Джохар Дудаев, смотрит вверх с телефоном, смотрит в небо. У него даже кокарда светится, а остальное все не светится, и как бы, ну, видно, что это фотомонтаж чистой воды. Кавказ-центру нужно в любом случае сделать так, ну, как и русские хотят, чтобы мы в этом винили американцев. Я сегодня говорил с одним парнем, своим знакомым, который очень хорошо разбирается вот в всех этих техниках, вот в радио, электро, ну, и в спутниках и так далее. И он говорит, практически невозможно вот так отследить, даже если американцы предоставили бы это было практически невозможно, говорит. Единственное, что мог сделать этот звонок, это его остановить, поставить на одно место, остановить его, чтобы он стоял в одном месте. Вероятно, что могла быть какая-нибудь там маячок какой-нибудь вставленный где-то там в машину. Корректировщик, который отслеживали, да, и вот сказали, и, ну, наводили, ну, просто следили, группы каких-нибудь могли быть. Как ты считаешь, вообще, сколько человек погибло вместе с Джохаром, и как ты считаешь, как они могли осуществить вот это убийство? Ну, ты знаешь, погибло вместе с Джохаром Жаниев, погиб генеральный прокурор, погиб... Охранник, по-моему, погиб. Охранник погиб, потом из Москвы бизнесмен, только что помнил его фамилию, Курбанов, Амат Курбанов погиб, да. С ним, да? Там был с ним Ваха Ибрагимов, еще пресс-секретарь, он был ранен, он выжил. Вот, и я думаю, что, знаешь, я тоже эту версию, да, с американскими этими. Просто почему это говорят? Потому что спутник был, не спутник, сам телефон был Inmarsat, фирмы Inmarsat, который такой открывался, я им пользовался тоже, кстати говоря, таким же точно он был, у нас в главном штабе был тоже точно такой же телефон, и на нем ежедневно Ильяс Ахматов, на тот период пресс-секретарь главного штаба, он постоянно выходил на связи со всеми пресс-службами разных издательств, и везде давал информацию именно с такого спутникового телефона, Inmarsat фирмы. Их было всего 2 телефона, насколько я помню, да, один был у Джохара Дудаева, один был у нас в главном штабе. И я не верю в это, из-за того, что именно был вот этого американского производства, наверное, поэтому хотят вот туда свернуть. Не верю в то, что это возможно было через спутник направить, что американские там эти. Дело в том, что Хамад Курбанов, да, когда однажды ехал в Рошничу, он был в Москве бизнесменом, там диаспорой, то ли председательствовал, то ли, ну, в любом случае был очень плотно связан с московской диаспорой чеченской. И он часто приезжал к Джохару, потом брату уезжал, ну, контакты наводил, какие-то контакты. И однажды его остановили на посту возле Рошничу, завели куда-то, да, и машина, джип, на которой он ехал, потом вернули, да, и сказали, ну, езжай дальше. Они прекрасно знали, кому он едет, куда он едет, например, да. И там заминировали ее пластитом, сиденье, где пластитом заложили пластит, туда, в общем, отпустили. То есть с учетом, что он доедет до Джохара Дудаева, и там где-нибудь кто-нибудь как-нибудь нажмет на кнопку или каким-то образом приведет в действие взрывное устройство. Но Хамад, когда отъехал, он проверил свою машину, оказалось, что чехлы на сиденьях были тронуты, да, видно сразу, что попыхал все это по-русски
делалось, да, и они нашли там пластид, он не доехал до места назначения, этот пластид. То есть таких попыток было, конечно же, очень много. Попыток устранить Джохара Дудаева вот таким путем, да. Потом были попытки, ну, я уверен, да, там были агентура 100% чеченской, с чеченскими рожами, была агентура, которая отслеживала, где ночует, что он делает, когда он приезжает, уезжает. Это абсолютно несложное дело, да, в наших условиях, когда ты не можешь к чеченцу обратиться и сказать: ты что тут делаешь, да, я тут живу, скажет. Ты что тут делаешь, ты в нашем селе и так далее. То есть информация ушла, я уверен, ушла информация, и я уверен, что, ну не то чтобы уверен, но предполагаю, что корректировщик мог очень свободно на карте, кто умеет на военных картах разбирается, там вплоть до каждого дерева там можно рассчитать квадрат с точностью там, до метра, да, передать координаты, и по этим координатам может, летчик может там бомбардировать, они так и делают, дают какие-то координаты по цели, по этим целям наносят удары. Поэтому здесь эта гибель была чисто случайно, да, чисто случайно в смысле того, что попали туда. Чисто случайно. Обычно русские, мы знаем, там, стреляют в одну сторону, ракета летит в другую сторону. То же самое, ты помнишь, недавно, вот когда в Сирии война была, они туда пускали ракеты Земля, да, которые полетели вообще в другую страну, куда-то попали, совсем не в ту сторону, да. Если это в нынешнее время, ты представь, это же было 96-й год. Да. У русских даже не могли русские связаться по телефону, у них не было, вот такая переносная рация была, да, с которой алло, первый, я второй, там кнопки нажимаешь, вот эту антенну таскаешь, но никакой связи у них не было. Наши подразделения были на 100 раз мобильнее, да, и связи у нас были уже продвинутые, эти радиостанции, Моторолы, Кенвуды, с которыми мы очень с легкостью большой общались друг с другом. То есть в этом плане даже Россия была очень отсталая. И вот верить в то, что они создали что-то такое, да, я просто не могу. И тот период, если, не знаю, ты помнишь или нет, сегодня рекламировали, нас запугивали черной акулой, да, свои вертолеты, какой-то черная акула. Было Вот дело. там, да, сделали на него ночные лазеры какие-то, да, ночного видения. То есть пугали нас, да, чтобы мы ночью никуда не ходили и как-то не могли даже спрятаться, да. Этот вертолет должен был ночью лететь и всех видеть внизу, кто где спит или куда-то передвигается. То есть такого вертолета так и не появилось, насколько я знаю. Как этот танк, который они сейчас придумали, какой он? Уверится, Армата, танк. Который так и не увидели. Срамота, скорее всего. Танк не Армата, а Срамота. Или Федор, вот этот робот, который в космос летал. Или Кузнецов, этот корабль их. И когда, конечно, нам пытаются, когда навязать мысль, что Америка, вот как ты правильно говоришь, Америка виновата, Америка сотрудничала с Россией, чтобы уничтожить нашего президента, это бред, самый натуральный бред. Америка нам не враг. Вот это мы должны четко понять, что Америка нам не враг. И то, что она не враг, да, это говорит о том, что после Первой русско-чеченской войны, уже где-то 99-й год, по-моему, Масхадов был в Америке, и, как я раньше рассказывал, с 27 конгрессменами Соединенных Штатов встречался, там создали чеченское лобби в Конгрессе Соединенных Штатов. Это уже говорит о том, что к нам уважение американцев, да, никаким образом не пропало, интерес к нам не пропал, к нашему народу и к нашей независимости. Единственное, что мы должны для себя усвоить, то, что говорил Джохар Дудаев, опять-таки, да, он тот период, он тоже не заигрывал с этими названиями республики, шариатская, там, исламская республика и так далее. То есть мы обращались к Америке и к Европе, ожидали от них помощи, и, как мы понимаем, во время войны ОБСЕ, страны ОБСЕ вмешались в этот конфликт и помогли нам очень здорово. Вот исходя из этого, мы должны понимать, что завтра, да, будущее нашего народа именно в такой демократическом развитии, чтобы мы были понятны всему миру,
чтобы мы не были угрозой, да, чтобы никто не мог сказать, чеченские террористы, там, чеченские исламисты, еще какие-то игиловцы и так далее. Вот этого нам надо избегать, вот этого ярлыка террористов, да, исламских, там, все, что связано, религиозных террористов. Вот это нам надо от этого просто отрекаться, избегать, и мы можем это сделать, если будем тоже применять нормальную риторику, да. Да, совершенно верно, Хусейн. Джохар Дудаев точно знал, что он делает, куда он движется и как построить государство. К большому сожалению, не все вокруг него это знали, не все вокруг него понимали, как надо двигаться и вообще, что они строят. Не просто война ради войны. Да. Война ради войны это только для сумасшедших. И, пожалуйста, воюйте не там, где женщины, идите в другую страну, пустыню, куда хотите. Там, когда на маленьком клочке земли уничтожаются народ, да, когда наши партизаны, наши лидеры пытались под разным флагом объединить, это еще как-то можно объяснить, чтобы как-то спасти положение, тяжелейшее положение. Ну, когда балаболы разные сюда, в Европу приехал, каждый месяц ходят, получают, или там на карточку им приходит от грязных каферов социалы, и они строят шариат, когда не сделав ничего для того, чтобы там реально что-то сделать для своей страны, для своего народа, ну, это, конечно, это позор просто и контрпродуктивно. Это очень вредно. Асан, Конституция, да, вот Чеченской Республики 92 года, она принята в 92 году. В этой Конституции Джохар Дудаев это прекрасно знал, да, при нем же создавали эту Конституцию. Он мог бы сказать, нет, ребята, давайте мы напишем сейчас Исламская Республика, там, Чечня, или как-то по-другому ее назвать, да, или Шариатская Республика. То есть он же этого не сделал, он прекрасно понимал. Конечно. В нашей Конституции четко и ясно написано, Чеченская Республика есть правовое демократическое государство. Да. Пункт. Все. Ни о чем больше, о чем говорить еще. Если мы говорим о Джохаре Дудаеве, если мы говорим о возрождении, как восстановлении нашего государства, да, основой которой является эта Конституция, значит, мы должны говорить о том, что мы должны двигаться именно вот с этой Конституцией, не менять ее, не там пытаться изменить какие-то статьи под кого-то, да, сегодня один придет, скажет, давай я так хочу в левую сторону шариат, другой придет в правую сторону шариат, да. То есть этими вещами играться нельзя. Вот, если мы усечем это, да, что нельзя играться Конституцией, что это основной закон государства, что он такой же святой, да, если мы его признаем святым, как все святое, тогда у нас будет государство. Если мы начнем играть, да, Конституцию, да, это бумага, да, на нем написан только текст, но это, надо понимать, что это волеизъявление нашего народа. Вот это главное. Наш народ хотел такого государства, да, именно такое государство. И мы, потомки или там другие потомки, они должны просто быть благодарными за то, что наше поколение им создало это государство. Их цель добиться того, чтобы деоккупировать, вернуть это государство и развивать его уже. Да, совершенно верно, все. Даже вот хороший пример для тех, вот, для всех нас, которые живут здесь в Европе. Мы знаем, как трепетно, ну, по крайней мере, я могу сказать за Германию. Здесь на красный светофор пройти, это не культурно просто, не говоря уже просто нарушения, более тяжкие какие-то нарушения закона. И мы знаем, что как только даже в этих законах, которые они блюдут очень сильно, там, охраняют их, защищают, в этих законах указано, в случае, если представляет угрозу для государственной безопасности государства, этот человек, несмотря на это, может быть там депортирован. И для нас очень хороший пример, когда кто-то посягает на нашу Конституцию, как действовать по отношению к этим людям. Должна быть отдельная сноска по этому поводу. Ты можешь делать все, что захочешь, но как только ты посягаешь на устои, на основы государства, конституционного строя, к тебе применяются особые меры. Даже не те, которые применяются к обычным гражданам,
за нарушение, даже, например, совершил человек шпионаж, измену Родины и так далее. Это одно, это преступление, за которое наказано. А есть вещи, которые, даже если ты это делаешь там, из каких-то благих, на твой взгляд, мнений, да, побуждений, то это очень должно быть строго и сурово наказываться. И я думаю, мы должны к этому прийти. Не знаю, хорошо это или плохо, вот ты говорил, что у нас нету, что имам Шамиль говорил, что у вас нету ямы, куда А, нужно тех самых зинданов, которые нас русские научили, что это такое. Нету ямы, в которую бросаете преступников, и нету пьедестала, на которого возносите своих героев. герой. А, И теперь, не знаю, хорошо это или плохо, теперь у нас тюрьмы есть, настроенные оккупантами. И расположить, ну, более цивильный европейский вид, конечно, нужно будет привести. И мы должны будем соответствовать строго, строжайшим образом соответствовать закону. И мы должны это уважать, должны научиться уважать этот закон. Я надеюсь, научимся, Хусейн. И Ну, я еще вот каждый раз повторяю, да, что тут даже нам фантазировать не надо. Рядом стоит Грузия, да, Грузия, которая да, вот до прихода Саакашвили была, наверное, самой коррупционной республикой или страной, да, там республика Советского Союза, и потом уже постсоветской страной, но коррупция там зашкаливала просто. И самая нищая страна, да, и вот с приходом Саакашвили мы видим феноменально, да, реформы, которые он да, провел, и как изменился народ, да, как поверил в себя народ, перестали воровать, перестали там все этой коррупцией заниматься, да, и страна расцвела. Но пришли другие, правда, сейчас мутят там, но в любом случае заложенный вот этот фундамент Саакашвили, он будет жить дальше, он будет развиваться. Все равно рано или поздно эти люди, любители Путина, народ сметет и будут развиваться в правильном направлении, направлении Запада да, Алмула. расцвета. Вот такое мы хотим тоже, вот такое мы можем сделать. Потому что у нас есть больший потенциал, да, чем даже у грузин. Потому что, представь, у нас тысячами, только в одной Австрии 40 тысяч чеченцев проживает. По всей Европе, да, я так думаю, около 250-300 тысяч, возможно, точной цифры нету, но примерно до сих Мгм, пор мы апеллировали 250 тысячами чеченцев, мгм. в Европе только, это из нашего маленького миллионного народа, да, это огромная цифра. Если представь, какая-то часть, хотя бы 1% из этого населения, из этого народа получит высшее образование, да, будет во всех вузах мира учиться, закончат эти вузы, станут хорошими специалистами и останутся чеченцами, к этому патриотами. Да. И представь, они что могут сделать? Этот весь мир уже будет повязан с нами, потому что мы тут завязываем связи, мы тут начинаем дружить с какими-то в партиях, в каких-то разных организациях, да, где мы можем влиять на политику государства в отношении к нам, к чеченскому народу. Вот это надо понимать, да, не идти здесь, как я вижу, вот вчера, сегодня где-то куда-то проезжаю, в больницу заезжаю, стоят молодые чеченцы, в охране, security. Представь, вот чеченец security. Это сплошь и рядом. Куда ты не пойдешь, стоят, закончил школу, куда идти? Security, да, тунеядство. Там стоишь целый день, бакуши пробиваешь, вместо того, чтобы учиться, осваивать какие-то науки, какую-то профессию хорошую себе Да, выбрать, стать специалистом. Вот это тоже обидно, понимаешь? Всевышний, на которого мы все время любим ссылаться, дал нам такой идеальный шанс стать народом, стать мощным, причем, что получить образование здесь, да, и мы его профукиваем, многие люди профукивают, к сожалению, это я говорю. Но есть те, которые учатся, молча делают свое дело, учатся, ну, я думаю, все равно рано или поздно новое поколение, может быть, получше поймет. Но для того, чтобы они поняли, нам тоже, понимаешь, Асан, не все так просто. Здесь есть вот эти пропагандисты, да, которые под ногами шныряют, мешают людям жить, мешают людям ориентироваться, и дезориентируют эту молодежь, направляют в совершенно другое русло. И причем, что это все делается как бы с религиозными какими-то подтекстом, да,
то, что даже абсолютно нету в религии, не указано в религии, то, что это надо делать. Здесь вот манипуляция происходит, страшная манипуляция, и потом из этого получается то, что мы сейчас имеем. Да. Хусейн, возвращаясь опять же к Джохару, по поводу вот когда погиб Джохар, вроде бы уже наше сопротивление, он погиб в 96-м году, в апреле, буквально через несколько месяцев уже закончилась война, вы в марте или в мае сперва зашли, сделали 8 репетицию. марта. В марте это было, да? 8 марта, 8. 8 марта было. Да, первый раз вошли в Джохар, такую репетицию провели, 2-3 дня там. Похозяйничали. И хотя хозяйничали ночью все время в Джохаре тогда, тогда это еще был Грозный. Да. И уже в сентябре была уже операция возмездия, джихад операция, когда уже полностью освободили. Несмотря на гибель Джохара, который имел колоссальные связи, большое влияние, авторитет, уважение среди наших воинов, среди народа, как удалось оставшимся вот вам и в первую очередь, наверное, Аслану Масхадову, который война была на его плечах в основном, как удалось вам все-таки вот выкарабкаться из практически, практически невозможной, на мой взгляд, это просто величайшее чудо. Дипломатия Запада, война, которую там вы вели, это все было, конечно, но все равно это мне до сих пор это кажется каким-то невероятным таким чудом. Ты знаешь, в 95-м году, когда мы вышли из города Грозного, и у нас 3-й, 4-й примерно штаб, как бы место в расположении главного штаба, вот было уже в городе Аргуне, да, там на Красный Молот, филиал завода Красный Молот, и в этом филиале я там нашел место на такое подвальное помещение, где можно было как-то каким-то образом укрыться от артиллерийских хотя бы снарядов, да. И вот там расположился наш главный штаб. И однажды ночью, вечером, приехал туда Джохар Дудаев. Приехал Джохар Дудаев, с ним был Салман Радуев, я его тогда как бы знал, слышал, но ни разу не видел. И не было как раз в главном штабе Аслана Масхадова, он куда-то выехал. И мы там находились, я там как адъютант Аслана Масхадова и начальник центрального командного пункта Валид Таймасханов, который, оказывается, вот в Украине, я узнал, там умер, по-моему, в этом году. Да, вот когда мы остались вдвоем, Джохар Дудаев мне говорит, я прекрасно это помню, пока мы не возьмем Грозный снова, столицу Грозный, да, у нас, короче, успеха не будет. Но я ему пытался говорить, сейчас такая ситуация, Аслан, мы не знаем абсолютно, что происходит в Грозном, у нас нет никаких там, никакой информации оттуда, где кто что находится, какая плотность войск там и так далее, и так далее. То есть для этого нужно время. Время, пока немножко позже, наверное, мы согласились, конечно, с тем, что надо было взять город Грозный, столицу, но предлагал это он впервые еще в 95-м году. Вот после гибели Джохара Дудаева, конечно, все были подавлены, были как бы, да, такого лидера потерять, любимчика народа. Это было страшное, конечно, горе, но в любом случае война продолжалась, и чеченцы, как мы знаем, не плачут, не после чего. Поэтому командование в любом случае было всегда и до этого, и после этого армии нашей на главном штабе. И под руководством Аслана Масхадова была разработана, поручил он Руслану Гилаеву, первый захват города Грозного в марте месяце. Я там
принимал активное участие в разработке этой операции. Мы его село Гоист Урус-Мартановского района. Там был Мумади Сайдаев, да, я считаю, его тоже сейчас уже нету. И мы с ним сидели и разрабатывали как бы эту операцию. Поручено было именно Юго-Западному фронту провести эту операцию для того, чтобы корректировать действия. Потому что до этого при жизни Джохара Дудаева невольно линия фронта была как бы разделена, да, по Атагинской этой дороге. С правой стороны были Джохар Дудаев, остался с правой Рошничу, Урус-Мартанов, Талмыстав. И все, кто там был, ну, как бы, условно говоря, подчинялись ему. В принципе, все это подчинялись так и так ему, но как военные операции они разрабатывали как бы отдельно. А с этой стороны, с левой стороны, ну, как Гудермес, там, Аргун, и туда дальше вверх, и до дагестанской границы, здесь Масхадов, как бы, главный штаб был, да, и у нас, ну, была не очень хорошая связь между собой, имеется в виду управление этими всеми подразделениями. Но я ездил и туда, и сюда, пытаясь, чтобы главный штаб везде присутствовал. И вот для того, чтобы потом уже скорректировать эти действия, 8 мая до вот этого марта, вернее, мартовских событий, я был откомандирован к ним туда, в штаб Гилаева, и мы там разрабатывали эту операцию. Операция прошла очень хорошо, к сожалению, да, там не было связи. Единственное, как ты рассказывал, что по моему предложению перенести ретранслятор в Ермоловку, не Нохчи, а Алханкалавити, и установить ее наверху, она не была установлена связистами, и поэтому в Грозном не было связи с командованием. И у меня была рация, я был тоже в Грозном в этот период на Старопромысловском районе, и там корректировал действия всех наших групп, которые там были в Грозном. Ну, и 3 дня мы там пробыли, 3 дня в городе Грозном, навели шухер, там страшный шухер, русские были в шоке от этого, да, от нашей наглости, как мы там себя вели, боялись, сидели, когда мы проезжали, они сидели на крыше домов и боялись стрелять даже нас. Видели, все там ходили друг на друга, смотрели, все такое. И потом уже был приказ выйти из Грозного, это чисто тренировочная такая, учебный как бы, да, поход был. И через 3 дня вышли, и потом уже на 6 августа была более серьезная операция разработана, уже наши силы были, знаешь, там не такие как бы активные, да, почти всю территорию, большую часть, скажем так, была занята русскими уже, армия была занята, везде эти русские вот эти бандформирования закрепились, и нам, ну, приходилось как-то маневрировать среди них. И вот когда в горах было тяжело уже, да, там в горах перемещаться тяжело было, на низменности тоже постоянно эти блокпосты везде, да, там проехать, пройти было тоже проблематично. И вот Масхадовым была принята, разработана вот эта операция на 6-й захват города Грозного. Мы уже 8 марта, ну, все знали, где что находится, да. Это благодаря, опять-таки, переговорному процессу, который был, когда мы вошли в Грозный, мы там все разнюхали, посмотрели, где что плохо лежит, где можно пройти, где можно проехать, блокпосты, как они проверяют. В общем, все, что можно было для себя, мы разведали. И потом уже было очень легко. Да, каждому командиру были розданы пакеты, где с заданием, где какое место занять, где какую улицу перекрыть, где какую часть заблокировать, комендатуры, там, ФСБ и так далее. Ну, то есть сработало это очень четко. И вот 850 человек, которые мы нашкребли фактически, да, они тайно вошли в город Грозный мелкими группами и расположились каждый в указанном месте. И началась вот эта вот операция, джихада называлась тогда, операция как бы возмездия, да, которая закончилась
славно закончилась победой наших войск, закончилась Хасавюртовскими соглашениями и в конечном итоге выводом российских войск. Все то, что в любом случае, вся вот эта слава, да, все, что чеченский народ сделал, конечно же, и вся работа главного штаба и самого Масхадова на тот период, конечно же, это заслуга Жохара Дудаева, который зародил нашу государственность, Поднял который, народ, да, возбудил. вдохновил народ, Да. вдохновил, да, и был вообще, ты знаешь, вот он, если не такими громкими словами говорить, да, вот я лично сам его видел, с ним разговаривал неоднократно, причем что, ну, такой вот, знаешь, ты стоишь, он мог запросто тебе по плечу дать, бах, только ударит и вот смотрит, как ты на ногах стоишь, крепко или нет. Такой Солдат, шутник, знаешь. короче. После того, как он приходил, да, эти бойцы, которые устали, которые, ну, что-то там себя же не хватает, знаешь, что то того не хватает, то этого, то еще что-то там, то вертолета не хватает. То есть вот такие вот, да, такие панические иногда бывают моменты. Когда он приходил, да, вот стоило ему поговорить, раз там кому-нибудь живот пальцем ткнет, еще что-нибудь такое выкинет, да, и все, как всех он заряжал, как аккумулятор. Все такие, знаешь, веселые, довольные, и вперед. И все готовы были дальше воевать хоть сколько угодно. Вот какая-то энергия от него, непонятная энергия шла, да. Я вот это чувствовал, например. Вот рядом с ним стоишь, ты ничего не боишься, да, ни о чем плохом не думаешь. Ты уверен в том, 1000% уверен в победе, да, вот настолько какой-то он интересный человек был. Да. Да, реально был очень талантливым, очень образованным, высоконравственным, морально устойчивым, вообще гениальный человек, гениальный. Все, что он говорил, до сих пор сбывается. Он владел очень много, большим объемом информации, которая прячут в недрах банд, русской банд армии, так как вхож был в самое сердце у нее, ее, и да, потеряли, но если бы он остался бы жив, даже вот если так взять, да, сейчас бы все винили бы его, что вот он остался жив, столько людей погибло, он остался жив там и так далее, и так далее. И знаешь, человек родился для того, чтобы вот такой вклад сделать. Он родился за неделю до депортации 15 февраля 1944 года, практически 8 дней человеку, ребенку, он на руках со своими родителями, с матерью, восьмилетний, восьмидневный, Да, восьмидневный ребенок. Это ему Сталин и русские сказали, что ты враг народа, ты достоин только смерти, мучительной, голодной, холодной смерти, сказали ему. И через сколько, в 44-м он родился, в 91-м он возглавил, получается, 46 лет, 47 лет он стал президентом, 5 лет он успел поправить, быть президентом, 5 лет, 47 лет, практически мой ровесник он был, и, ну, гениальнейший человек был. И он дал щичер итерцу, полный рост да, итерцу, итер аш масара, ой, Казахстане, дадавет наш дуй, аш масара шайчер итерк, благодаря ему. да. И за до, и представь, ну, жизнь все равно рано или поздно заканчивается, Конечно, и да. так умрем. Вот, вот мы умрем, а вот ему можно позавидовать. Он никогда не умрет, да. Он будет жить в веках, да. Он, Да, там, Аслан Масхадов, другие наши герои, они будут жить в веках, да. Мы умрем, но о нас никто не вспомнит, а эти люди уже в истории. Поэтому это не смерть, это наоборот, это вечность. Они ушли в вечность. да. И даже в религии говорят, что этот не умер, Шахид Дуй, Шахид, который пал в он в бою, бою, он не да, умер. умер, да, нельзя говорить, что он умер. И Да, действительно, это почему говорят? Не то, что там живой, там не умер, это образное выражение, он живой. Да, он живой, пока мы его помним. Стоит нам его забыть, да, его нету. Да, поэтому вот в религиозном плане тоже образное такое сравнение с мертвого с живым, для того, чтобы люди помнили.
для того, чтобы люди понимали, что человек живет после смерти до тех пор, пока мы его помним, пока помнят его народ, там, его потомки и так далее. Да. И поэтому мы, чеченцы, вот так относимся, например, к своим погибшим, умершим даже, да, родственникам, родителям, бережно, охраняем могилы, ухаживаем за ними, потому что это память о родителях, память о своих предках, о родственниках. Это очень важно. Поэтому здесь Да, абсолютно так, Хусейн. Мой звук слишком слабо, говорят. Сейчас я да, постараюсь. тоже читаю. Мгм. Ну, может, я потому что чуть-чуть отодвинулся, я уже микрофоном не пользуюсь. Расслабился. Да, да, мне удобнее как бы сейчас, ну, обычным, который тут есть, отдельный микрофон надо будет подключать, наверное, в следующий раз, чтобы со звуком было все нормально. Ну, или подвинуться чуть-чуть поближе к экрану, чтобы было меня слышно. А, Джахар Дудаев не только восстановил вот ту историческую справедливость, которая была нарушена. Он установил государство, которое, как он говорил, навеки вечное, уже установлено, и оно всегда у нас будет. Теперь, как мы понимаем, человек занимался не своим личным, а общим делом, не частным каким-то конкретным, а общим делом, и миллионов и миллиардов он не наворовал и не награбил, как это делают сегодняшние Да, русские, которые гауляйтеры. И дал мула газвати ахируки, дал газват обал дуэльцин, вайтиштук и газвати ауэл, дал мула, дал да, цу дабаан бол, даба дюйнал, мейрил, хейкал, ниц, лоэл квайд. да. То есть просто, знаешь, Аслан, самое важное, да, я от одного слышал, тоже религиозного деятеля, от одного, да, когда мы хотели в Вене провести мероприятие в честь Абдулмалика Садулаева, о котором мне тут упрекали, что я его там имя неправильно назвал и так далее, да, мы хотели именно в его честь провести. А вот этот религиозный, как бы, Чарли Лагуй, который его там односельчанин и так далее, он знаешь, что мне сказал? А это ему не нужно, говорит. Я говорю, ну как это? Ему, я знаю, что ему не нужно. Я знаю, я понимаю, что он умер, что его нету. Это нужно не ему, это нужно нам, это нужно нашим потомкам, чтобы его не забыли. Нужно, чтобы помнили, за что он за них жизнь отдал свою. Да? Молодой парень, да, Абдулмалик Садулаев отдал жизнь за твоих детей, за моих детей, за будущее Конечно. поколение. То есть здесь даже, в этом месте даже вот это вот лицемерие, понимаешь, лицемерие. Человек, который получил при Ичкерии все возможное, да, вот это такое, говорит, все возможное, потом уже здесь, находясь здесь, он боится, не может сказать, я боюсь, извини, сказать, просто я боюсь, я не хочу там дома фотографии увидеть или еще что-то такое. Вместо этого он мне начинает городить какую-то чушь, да, и говорит, что это в религии, это типа он шахид, ему это не надо, там его нет, его фотографии показывать не надо. То есть надо, если мы не будем своих героев чтить, да, если мы не будем Жахара Дудаева, Масхадова, Гилаева, Басаева и так далее, у нас тысячи героев, да, если мы не будем говорить о них, о ком мы будем говорить? О сегодняшних героях. Кадыровские вырастут тогда, да? Об этих там памятников им понаставили, там им вот эти мемориальные доски понаставили, да, об этом мы будем говорить, и наши дети будут потом их изучать, да, как мы в свое время, помнишь, Ленин, это, дети, наверное, не знают, когда я пошел в школу, например, первый класс, да, и причем из этого же Казахстана, ну, приехал, я там родился в Казахстане в 1957 году, Жахар уже вернулся, когда ему уже там около 13 лет было, да, я 13-14 лет, мне был 1 год всего, когда мы вернулись. Я пошел в школу, уже где-то 6 лет пошел в школу, и мне сразу там Октябренский с Лениным звездочку поставили, все, ты Октябренок. Там, лучший Октябренок, что-то такое, не помню сейчас, что-то Октябренок хороший, там что-то такое было, не помню. Потом раз, там, 3-4 класс, раз мне завязали красную тряпочку, да, галстук назывался, на шею сказали, ты теперь пионер.
И потом мы стояли, вот так руку делали, да, зверьте с кострами, там всякие вот эти чушь какую-то Синие городили. ночи, мы пионеры, дети рабочих. Да, и вот нам это внушали, понимаешь, что Советский Союз, такая страна, только что убила наших родственников всех в Казахстане, да, 13 лет нас гнобило там, да, и уже наше поколение, вот меня в частности, уже они, понимаешь, на свои рельсы ставили, уже зомбировали, Да, уже да, делали из меня Павлика Морозова, да, да. нам показывали пионеров, вот они такие герои. Павлик Морозов продал своего отца, сдал его с потрохами НКВД, его они расстреляли, а Павлику Морозову дали золотую медаль. А Павлика Морозова его дядя, по-моему, прибил где-то, поймал его, где-то прибил за то, что на своего отца настучал. Нам внушали, что это героизм, понимаешь, Мгм. совершенно вот вывернутой такой извращенной форме. И сегодня то, что делается дома, это то же самое. Я вот вижу по себе, да, каким я был в молодости, и что мне, и на моему поколению, да, они внушали. Здесь то же самое проходит и сегодня. И у нас героем, вот на тот период у нас не было героев. Мы не знали ничего абсолютно, наше поколение, о Зелимхане Харачоевском. Это потом уже позже русские дали нам этого героя, потому что он не был против советской власти, да, против царской типа Да, да, да. власти, поэтому так совсем без героя уже нельзя. Потом разрешили про имама Шамиля что-то говорить, да, там я видел уже портрет, и все, больше какие герои? У нас же ведь были герои. Ты В представь, вот, том-то и дело, они были нашими, они не русскими, нет, не поэтому, коммунистическими, нет, да. Наши поэтому я нельзя. имею в виду, что Да. чеченцы, да, не этого Хасана Исраилова, например, который против советской власти, который до 49 года фактически они воевали, да, Конечно. ни до него, ни Автурханова, Абдурахмана Автурханова, абсолютно никакого человека нам, пионерам, школьникам и так далее, не разрешали, не то, что не разрешали, мы и не знали, что о существовании этих людей. Это Да. все было табу, да. Сегодня мы говорим о Джахаде Дудаевой для того, чтобы новое поколение помнило, знало, что у них есть такой достойный лидер, такой достойный герой, да, которому весь мир завидует нашему народу, что у нас родился вот такой сын Джахар Дудаев. Да. Весь мир завидует, потому что действительно, реально человек столетия. Джахар Дудаев, чеченец, любой чеченец может гордиться, да, что он из этого народа, да, из которого вышел Джахар Дудаев. То есть в этом плане мы должны продвигать эту идею, да, продвигать информацию об этих людях, говорить о войне, рассказывать правду о войне, о тех событиях, не такую извращенную, которую нам оттуда ЧГТРК или прочие там вот эти пропагандистские каналы суют, или российские тоже там пропагандисты, да, все время сидят на Ютубе и льют эту грязь на наше сопротивление. Наше сопротивление было чистым, мы воевали, защищая свою родину, и любой человек, кто в какой мере участвовал в этом процессе, да, кормил ли он там, или просто с уважением смотрел на этих воинов, да, этот человек для меня лично герой. Эти люди должны гордиться, что они жили в эту эпоху, да, что они поддерживали людей, которые стремились чеченскому народу дать свободу. Вот я так думаю, потому что и Да. стыдно думать по-другому об этих людях. Да, вся вот мы видим сегодняшними, вот сегодняшняя пропаганда, она уже до того оголтелая, она уже неприкрытая, без каких-либо прикрас, там, без разбавления там какой-нибудь там человечности. И то же самое происходило тогда. Просто Да, сейчас есть интернет, и мы все равно можем донести. Есть наши герои. Выступления вот за моей спиной Джахар Дудаев, его выступления, Масхадова выступления, наших командиров, наших рядовых бойцов, людей, которые отдавали свои жизни для того, чтобы отстоять свободу и независимость. Ну что еще можно, как еще можно доказать человеку, когда он отдает самое свое святое для того, чтобы остальные жили, а которые вот эти остальные остаются, они начинают плевать, говорить, яка аудалвар изамбош, я глупо было. Вот в Берлине живут люди, Хусейн, которые занимали не последние посты в нашем руководстве, и мне, да, я получаю информацию
что эти люди говорят, уже ну, людям распространяют информацию, что да, дождь дается изам, зря мы это делали. Они Да, ничего не воевали, ничего не делали, да, пришли, поработали, где-то там, ну, круто же быть министром, круто же быть каким-нибудь, конечно, да, вкусить власть. да, да, почувствовать, как... Круто. А потом, когда это все опять, парни погибли, да, люди, народ пострадал, защитники погибли в огромном количестве, лидеры погибли, которые вели, никто же не сбежал, никто не И сдался в причем, плен. причем, Аслан, надо сказать, что из-за этих людей вышли многие. Они пропагандировали, они призывали. Да, Эти, которые ты в Берлине, которые, о да. ком ты говоришь, они призывали людей. Я своими ушами слышал. Я подпал под это влияние тоже, да, когда вот впервые республика, там, все такое, независимость, да, я приехал из Ростовской области, вернее, из Волгоградской области, домой только в 92 году. Мгм. События уже бурно развивались, там 90, до 92 года уже как раз я приехал, как раз выборы Джохара Дудаева были, я пошел Мгм. голосовать. На эти выборы проголосовал за Джохара Дудаева. То есть из телевизора отовсюду шла пропаганда, да, такая, Мгм. ну, в хорошем плане пропаганда. Но они говорили же, эти же люди, они призывали выйти, там, защитить Родину. Вот я таких, честно говоря, я не понимаю этого людей. И как их назвать даже не знаю. И лучше бы, на мой взгляд, да, лучше бы вообще сидели бы тише воды, ниже травы. Не вякали бы, ничего бы не говорили, да. Если нету духа, то не надо хотя бы людям показывать, да, потому что ты после себя сегодня, все равно мы же умрем, ты после себя оставляешь след, и завтра будут говорить, кем ты был, каким ты был, да, любые твои потомки, твои соседи. Вот сейчас ты о них говоришь, да, это же ты говоришь, Мгм. не просто так говоришь, а потому что это не ты говоришь, а уже люди тебе говорят, Да, да. да. Кто-то тебе сказал, знаешь, об этом речь уже идет, о них идет. То есть они свое имя, которое в то время, да, такое большое было, и они его растратили, и сегодня оно сократилось, как шагреневая кожа, и дальше сокращается. В конечном итоге перейдет уже в анти что-то такое, да, что-то неприятное. Да, да. И еще я, Аслан, хочу сказать, что Хажа Вайдуи, если, да, ты говоришь про историю Жахар Дудаев, но если мы современники сегодняшние, не будем рассказывать об этом, их речь всегда найдутся люди, которые переврут, да. Если будешь смотреть Джахара Дудаева выступление, если ты не подготовлен или ты не знаешь ситуации, которая на тот период времени была, да, можно найти какие-то зацепки и говорить, а нет, если бы он там это не сказал, если бы он вот так не сказал, не так не посмотрел. То есть можно всегда переврать и его, и любого другого. Мы можем защитить, мы современники, которые живы сегодня, да, мы можем защитить и его речь, и его дела, и все такое. Это наш святой долг. И донести до поколения, да, именно истинную правду, в разрез тому вранью, которое несется из этого ЧГТРК и российского вообще всего телевидения, это российской власти. ЧГТРК тоже оттуда российская все равно, Конечно, помойка. это просто, да, это отделение просто, одно из отделений, так как Russia Today, американское отделение, там немецкое и так далее. Я хотел объявление одно сделать. Мне здесь появляются разные люди, немецкие солдаты, там какие-то гиммлеры, гитлеры, там и так далее. Любая пропаганда на этом канале фашизма, нетерпимости там, и так далее, она запрещена категорически. Антисемитизм, исламофобия, там, пропаганда нацизма, фашизма. И я уверен, что это многие, так как это уже постоянно, систематически вот это все выкладывается, там антисемитизм здесь постоянно там выкладывается, и вот защита, что там Гитлера так, и так далее, чтобы потом, видимо, завтра сказать, что мой канал проповедует именно вот там, разрешает, ну, сделать скриншоты и так далее. Поэтому любой человек, который с немецкими никами, ну, с фашистскими, нацистскими никами, да, или представителей нацистской Германии, которые будут здесь появляться и проповедовать вот свою эту пропаганду, они будут моментально же блокироваться. Поэтому давайте вы, я знаю, что вы не из большой любви ко мне сюда пришли, поэтому идите в другое место и в другом месте. Давайте к Тузику все, к Тузику.
Тигр Хадуйсум, от русских вы все, от русских, идите к русским. Так, господа, задавайте вопросы, дамы и господа, задавайте вопросы. Хусейн будет на них отвечать. Сегодня, кстати, был митинг даже в Москве, такой звучный, да, призывали людей. Ну, я вот смотрю на эти вещи, Аслан. Знаешь, это хотя бы это не по теме, но все равно актуально. Люди, да, которые вышли просто, на мой взгляд, прогуляться. Я вот в Фейсбуке об этом тоже написал. Если бы эти люди тормознулись бы, они пошли бы домой, недельку побыли бы на улице и протестовали бы, то какая-то угроза для власти все же была бы, да, власть могла бы прислушаться. А так утром вышли, погуляли, вечером зашли домой, и все, и до следующего раза, пока кто-нибудь крикнет, и уходите на улицу. Это смешные вот эти вот оппозиционные движения в России. И ожидать, что что-то, да, само там сейчас русский народ освободится от своего вот этого Путина или от этой власти, это смешно даже думать. Ну, все там Навальный и так далее, освободите, вернее, даже не освободите, сегодня лозунги не освободите Навального, а пустите к нему врача, то есть больше ничего не надо, к Навальному запустить врача, а те, которые тысячами сидят, другие люди, да, Десятки. им не надо врача, да, им кушать не надо, спать не надо, ничего не надо, врачей не надо, только Навальному дайте врача, и все. То есть сами даже не поняли, смешно выглядят, и, видимо, ну, не знаю, страх какой-то сковал этих людей, потому что сейчас в России они сами довели до такой ситуации, когда сказанное тобой слово или написанное что-то подвергается уголовному наказанию. Хотя год назад, 2 года назад можно было не допустить этого, да, не принять конституцию другую, там, не против законов. Да, любая активность, мирная активность. Да. Да, этот же, Хусейн, этот же Навальный, я был на этих митингах в 2011-2012 году, я тогда очень активно везде пытался участвовать, наблюдал за этим. Этот же Навальный слил эти митинги. Навальный, Милов, потом Кудрина прислали как на переговоры от Путина, короче говоря, Собчак, там еще вот этот мелкий, который там что-то с Немцовым книжку написал про Чечню, там что-то там, который подозревается в убийстве этого Немцова, ну, как бы, пособничестве убийства Немцова. И вот эти люди сами слили. И сейчас, вот сейчас Навальный сидит там в каких-то условиях. Я завтра, кстати говоря, думаю поговорить по этому поводу с Борисом Стамахиным, потому что он тоже из этой тюрьмы очень хорошо знает, систему политическую тоже очень хорошо знает. Да, сегодня напишу ему и завтра постараюсь записать с ним интервью, если он согласится. Да, было бы интересно, да, с ним. Послушать его, да, он тоже так рубит правду матку очень хорошо, такой он, молодец. Хотя некоторые вещи, конечно, я не согласен с его некоторыми вещами, и его они иногда так обескураживают его эти, но каждый человек имеет право на свое мнение. Он слишком далеко вперед смотрит. Да. Такое далеко, к которому мы еще не привыкли. И вот сейчас, сегодня, когда Путин выступал, банда навальновцев начала призывать на митинг. На митинг вышло, ну, просто позорище просто. Если бы такая пропаганда от настоящего времени, Радио Свобода, Дольче Велле и так далее, все русскоязычные иностранные средства массовой информации, просто, я помню, пускай на меня не обижаются католики, когда умирал Папа Римский, он был уже при смерти, сегодня Папа Римский съел йогурт, потом Папа Римский сделал это, ну человек лежит, ну дайте умереть или дайте вылечиться ему, а потом скажете. Вот такие новости журналисты подавали. Точно так же про Навального. Вот Навальный сказал это, ему стало плохо, он 19 дней голодает, там у него... Упал в обморок. Да, 2 раза чихнул там, 3 раза там это и так далее.
И при всем при этом люди не выходят за него. Это просто позорище просто. Я не знаю, почему так его поддерживают западные СМИ. Э, Может быть, это просто какая-то игра, я не знаю некоторых вещей, но, но, короче говоря, не поддержали, хочу сказать, сегодня Навального. Очень мало вышло людей, и даже те, кто вышли, один молодой человек говорит, я вышел за себя, говорит. Вот тот чеченец, который подрался, он тоже говорит, перед этой дракой они говорили, мы не за Навального вышли, мы за свои права. Даже эти люди, которые уходят, из них даже большая часть, они не за Навального уходят, потому что все знают, кто такой Навальный. Нет, Но просто ты одну вещь не усек там. Сегодня шел дождь в Москве. Вся в этом причина. не, по всей России выходили, Усе. По всей России, ну Ну, там по по всей 100 России дождь, человек, наверное, шел. да, 1000 человек, 100, 500 человек, вот. Никакого такого, даже менты не напряглись. Даже просто они даже не перекрывали это. Ну, уже поняли, что дело... И это правильно. Если лидер, который сливает год за годом, день за днем, сливает протесты, сдает своих этих, не дает конкретную, честную позицию по всем вопросам. Если он называет Украину, Крым не бутербродом, грузин он называет грызунами, если он мусульман называет там еще как-то чурками, там узбеков, таджиков и кавказцев, и ну, дураков нет. Можно год обманывать, можно 5 лет обманывать, ну 10-20 лет, ну в России, ну и в мире нет дураков. Люди начинают понимать, что бред сивой кобылы, и нет смысла. То есть людям нужен новый хозяин, да, россиянам нужен хозяин, просто ничего. То, что он такой, сякой, их это не интересует. Просто одного хозяина убрать, другого поставить туда помоложе, да, и потом на него молиться. Потом Да. И все. Больше Система-то ничего нет. остается. Будущего нет. Абсолютно там, какой бы... Я это всегда пишу и говорю, любой следующий, да, будет Путиным в России. Других, к сожалению, русские бабы не рожают, только Путиных там и так далее, таких живодеров, таких убийц и все, больше никаких других нету. Да. То есть имперцев, другого нету, варианта никакого нету. Единственное спасение русских, да, русского народа, единственное спасение, если Россия распадется, да, и вот все эти народы уйдут свои, как бы, да, по примеру Югославии, и вот тогда Россия будет русской державой, русский народ будет в Москве, да, Москва, русский город и так далее. Да. Тогда воплотится желание русских в жизни. А так, пока мы есть, да, Кавказ, Бурятия, Башкирия, Татарстан и так далее, многие сибиряки, это невозможно жить в таком доме, где абсолютно, представь, в семье, где нет порядка, да, где нет уважения друг к другу, постоянно, как коммунальная квартира советского периода, постоянно грязня, драки, там пьяные эти разные. Вот такой образно, такой Советский Союз, Россия мне сегодня видится. Она не должна быть такой. Мы должны жить в своей отдельной квартире. Русские свои отдельные, там, татары свои отдельные. То есть каждый народ должен иметь отдельную квартиру, где он хозяин и ключи у него. Вот тогда будет порядок и в России, и за Россией тоже. Хусейн, здесь Евгений задает, наш постоянный зритель, вопрос. Хусейн, не считаешь, что Джохар был слишком честен, полагая, что у империи такое же отношение к слову и договоренности, как у него самого? Он искал соглашение, а империя лишь его уничтожение. Да нет, Джохар, не был наивным, по крайней мере, он прекрасно все это дело понимал, он знал, что он делает, как он делает, он прекрасно знал. Он не верил ни одному этому делу, просто у него было очень много информации, потому что за период его службы в армии, да, будучи генералом и будучи нормальным, хорошим, честным человеком, он имел очень много знакомых, которые ему давали всякого рода информацию о действиях российской власти. Но это неизбежно, если, например, мы же не говорим о том, что виновата была Чеченская республика или Джохар Дудаев, что он был виноват, вот он такой агрессивный, он начал войну. Если мы так будем рассуждать, да, тогда можно сказать, что он был
Неужели Жохар Дудаев не видел, какая огромная Россия, да? Неужели Жохар не видел, сколько у нее армии и так далее? Может в этом плане рассуждать. Но здесь дело-то в том, что русские, да, как вот, если ты виноват уж тем, что хочется мне кушать по этой басне Крылова, действовали. Россия разграбливалась, да, как мы помним, мы же все советские люди были, все были одинаково нищие, бедные. Да. Олигархи воровали, да, нефть приватизировали, там Черномырдин и прочие, кучка вот эта, которая рядом с Ельциным была, вокруг Ельцина, и Березовский там, и все вот эти олигархи, которые, Абрамовичи, которые появились как грибы после дождя, этим людям, вот этой партии войны, нужна была война для того, чтобы отвлечь население, русское население, народа, как бы государство образующее, что ли. Вот это русское население от этих проблем, от воровства нужно было закрыть, отвлечь внимание и воровать потихонечку. Да? Что они сделали? Это развязали эту войну. Пока шла двухлетняя война между нашими государствами, Россия практически стала приватизированным государством. Русскому народу что досталось сегодня? Вы можете сами посмотреть, что имеет русский народ. Да? Какие права он имеет, какие зарплаты имеет, какие частные собственности имеет, какие вообще права имеет на свою даже частную собственность. Ничего нету, нуль. При том, что чеченцы, да, худо-бедно выжили, в любом случае, назло врагу выжили. Часть уехала в Европу, здесь мы как бы развиваемся, как бы размножаемся в любом случае, да. И те, которые дома находятся, хотя и в таких тяжелейших условиях, но они выжили, они тоже живут, они живут надеждой на то, что рано или поздно это вакханалия закончится. И я думаю, что Жохар Дудаев абсолютно ни в чем тут, да, не промахнулся. Он сделал все, что возможно было на тот период времени сделать, и выжил все из истории, что можно было выжать для чеченского народа. Это он сделал точно. Да. Хусейн, здесь вот тоже наш постоянный зритель задает вопрос, секрет Трумптер. Хусейн, как думаете, могут ли Чувашия и Татарстан выйти законным путем из состава России, как Чечня в 1991 году? Есть же международное право и право народов на самоопределение. Что ты скажешь по этому поводу? Я просто уверен, что и Татарстан, и Чувашия, и я уже говорю, там, Башкортостан, и Буряты, которые стремятся тоже, кстати говоря, выйти, да, и сибиряки, они обязаны просто выйти. Если эти народы не выйдут из состава России, то они завтра станут такими же русскими, да, ну, такими имеется в виду, в плохом понимании этого слова, то есть этими рабами, безвольными, да, которые будут вот ходить как зомбики. Если народы хотят развиваться, они могут развиться только вне России. Пока вот этот Кремль не будет разрушен, да, пока Кремль будет сосать все соки из этих народов, никогда эти народы не станут ни свободными, ни развитыми. Вы посмотрите бюджет своих стран, своих республик. Этот бюджет из чего состоит? Из подачек якобы из Москвы. Да? Все, что вы там делаете, все, что вы производите, уходит сперва в Россию, в бюджет, российский бюджет, да, там, ну, скажем, там, $1 миллион уходит туда, и потом вам 100 тысяч обратно отдают. Что и говорят, мы вас кормим. Да, что захотят, дадут. Да, и потом упрекают, что вот вы что-то много едите, да? Мы вас тут кормим. То есть вот такое отношение к любому народу. И Чуваши, и, кстати, у Татарстана была прекрасная возможность. Татарстан одна из первых автономных республик, которая объявила суверенитет. Но на тот период был президентом Шаймиев, и, как вы знаете, даже это слово президент потом упразднили, да, во всех республиках. Татарстану дали такие полномочия, вообще широкие полномочия, да, которых не было у других республик. И потом одним росчерком пера Путин потом привел в соответствие Конституцию Татарстана или всех других республик в соответствии с Конституцией Российской Федерации. То есть все эти полномочия пшиком стали, они ушли, они развалились. То есть это был очередной обман.
со стороны империи. Они удержали в рамках как бы этих границ Татарстан, что не должны были татары сделать. Татары должны были выйти, чеченцы вышли бы на тот период, да, татары вышли бы, башкиры и так далее, и уже давно были бы все свободны, не было бы войны. Да. То есть этот процесс продлили, сегодня уже, ну, я думаю, в скором времени в любом случае народы освободятся, потому что это вакханалия так не может вечно длиться. Империя рушится, и вот эта последняя империя вот-вот на издыхании. Скоро копыта откинет. Вся проблема, Хусейн, что вообще это нормальное состояние России, все время на издыхании быть. Вот, Да, вот в да. таком состоянии находится. И я думаю, что, ну, что бы ни случилось, правда восторжествует. Да, Мула. Ну, в любом случае, ты видишь, раз мы что бы ни говорили, мы, конечно же, мы можем рассуждать, да, с точки зрения нашего поколения, да, что мы пережили. Вот мне тут тоже говорят, что не согласны с моей позицией по этому поводу, что я советую им что-то такое, да. Но это наше поколение так думает. Люди, которые выросли в советское время, да, у нас совершенно другое мышление. Сегодня растет другая молодежь, да, она, которая не видела Советский Союз, она не знала, они уже побывали за границей, в каких-то путешествиях, и чуваши побывали, и татары побывали, и многие-многие другие. И, конечно же, эти люди видят другой мир. Они увидели другой мир и, естественно, будут стремиться к этому хорошему, да, к светлому. Многие, почему из России уезжают тысячами? Не из хорошей же жизни, да, люди Да. стремятся жить хотя бы какой-то период своей жизни, прожить, ну, в таких человеческих, скажем, условиях, да, не прозябать вечно в какой-то дыре. И потом они, когда видят все, что здесь происходит, как люди живут, по возвращении к себе на родину эти люди пытаются все хорошее принести с собой. Это и архитектура, и там какие-то садово-огородные дела, да, любые отношения друг к другу, культуру другого народа принимают, да, хорошую культуру. И вот эти вещи способствуют как бы улучшению качества народа, и чуваши, и других представителей этого людей, если были за границей или контактировали с другими народами. Здесь это очень важно, вот этот обмен. Поэтому жить, если в клетке, да, например, люди, которые живут в тюрьме, даже в тюрьме, вот казалось бы, что может быть хуже тюрьмы, да? 4 стены, вот ты сидишь целым днем. Я вот Лефортово месяц просидел, 3 человека в одной комнате, вот эта маленькая комната. Вот нас выводили на час гулять, по одному, причем не троих сразу вели, да, по одному, там, руки за спину, по коридору куда-то ведут, или на крыше этого здания, там сверху решетка, сверху, чтобы мы не улетели, наверное, с крыши куда-нибудь. И там точно такого же размера комната, как твоя камера. И вот по одному туда приводят нас троих, да, и мы там ходим или по кругу, или сидим, или стоим, это уже наше дело. Сверху стоят часовые, смотрят, чтобы мы не умерли там или не взлетели куда-нибудь. Или же выводят потом во двор, да, там во дворе тоже под землей уже как-то закопано на уровне земли. Такая же камера, тоже решеткой над головой. И ты тут на небо смотришь, и все. То есть там привыкаешь, да, я за месяц уже как бы адаптировался к этой жизни, к тюремной жизни, да, привык, там кушать тебе дают, вещи стирают, книгу можешь взять, почитать. То есть к этой жизни даже привыкаешь. А что там говорить уже вот, жизни в России, да, как бы страна вроде бы же, да, родственники, все такое. Привыкает, но надо, чтобы разбавляли вот это привыкание, чтобы были какие-то новые голоса, как в советское время радио «Свобода», мы слушали «Голос Америки», какая-то волна свежая была, и она нас как бы впитывала, какую-то энергию Вдохновляла. мы получали, Да, да. надежду какую-то Да, да. получали. Вот это я, об этом я говорю как раз. Хусейн, мы уже больше полтора часа в эфире. Если есть еще какие вопросы, ты там увидел
ответь, и можно уже заканчивать, я думаю. Я тут просто не понял вопрос Аргно, он тут не разъяснил свою... Хусейн, Аргно, я так понимаю, это тоже депутат, твой коллега, да, бывший? Да, да, по-моему, он, но я что-то его просто не понял, что он, как он хотел, чтобы, как он это видит. Было бы хорошо, если бы он это сам рассказал, конечно. Да, Нет, можно тебя, свои- Аргно, можно тебя пригласить как-то, сделаем эфир в да. какой-нибудь день Кстати, вместе. было бы, знаешь, интересно, он депутат первого созыва, Мгм. и как раз вот эти период, о котором мы А он говорим сегодня, не второго, да? не второго, первого Ага. созыва депутата, как раз становление, Мгм. принятие Конституции, там, Да, да, да. назначение Жахара Дудаева, все вот эти дела переходили при нем. Я депутат второго созыва, уже Да, да. послевоенного созыва, поэтому многие вещи, которые были тот период я не могу знать, ну, в смысле, там читал, все такое Да, было, да. конечно. Я приехал, я еще раз говорю, в 92 году только в Чеченскую республику, домой вернулся. В 92 году уже все было там. Если И- Я тут, я если смеюсь, он, тут написано, Хусейн, да, да. да, будет Да, Аргно, тебе готов, предложение. то Давай, если у тебя есть что сказать, я вижу, ты активно здесь пишешь, и как выясняется, ты человек информированный. Давай мы тебя, когда готов, сообщи. Можем в любой день, когда будет у нас стрим, в ту же среду, приглашаем тебя, выскажи свое мнение, расскажи свою позицию, поделись опытом, поделись знаниями и вообще, что ты видел, знаешь, расскажи нам, будет очень интересно. Как да, найти короче, все заканчиваем, может, она ловишь да, умацу. давай. Все умацу, как найти. Марк даст сыру. Марам, дайсно, вирдерцу. Мегерду так, даерзе мегерду, раусе. Раз уже как найти резуацию. Да, ловишь. Мегерду дерес, Хусейн. Спасибо, что поделился Шуна своим. за терпение, спасибо, если кого-то чем-то задели, то просим как бы не обессудить. Да, да. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. И как обычно, все будет ичкерия. Ассаламу алейкум. Бюс де галел адикюл. Маш ойл массу. Вежери ижери. Да, это бойлой. Да, тулам лойлой. Спокойной ночи.